16 ноября министр иностранных дел Канады Франсуа Филипп заявил, что Канада обеспокоена преследованием уйгуров и других мусульман со стороны Коммунистической партии Китая. Однако он не упомянул слова «геноцид», как это сделал постоянный представитель Канады в ООН Боб Рэй. С таким заявлением Франсуа Филипп выступил в ходе пресс-конференции, которая прошла в понедельник после заседания Кабинета министров. Отметив, что лично обсудил этот вопрос с министром иностранных дел Китая, Франсуа Филипп пообещал предпринимать шаги для прекращения репрессий. В прошлом месяце Комитет по правам человека при Палате представителей Канады объявил преступления Китая, совершаемые в уйгурском регионе, геноцидом. Согласно информации утренней газеты Южного Китая от 16 ноября, правительство Малайзии заявило об отказе от выдачи уйгуров, несмотря на давление китайских властей. В сентябре Китай потребовал экстрадиции уйгуров, находящихся в Малайзии, но малайзийское правительство отказалось выполнять это требование и предпочло не афишировать свое решение. Комментируя данный вопрос, профессор университета Джорджа Вашингтона Шон Робертс подчеркнул, что правительство Малайзии показало пример справедливости, на который не способны прокитайские страны, включая Индонезию и Таиланд. Малайзия, обладающая самым большим мусульманским населением, предприняла эффективный шаг для защиты уйгуров от жестоких репрессий, заявил Мустафа Акьол, известный писатель и старший научный сотрудник Института Ката. По данным Reuters, позиция Малайзии дает уйгурам, проживающим в Юго-Восточной Азии, возможность искать политического убежища в этой стране. «15 ноября бывший премьер-министр Турции и председатель оппозиционной партии будущего Ахмед Давутоглу встретился с делегатами уйгурского движения и Всемирного уйгурского конгресса. Давутоглу заявил, что партия является сторонником независимости уйгурского региона, пообещав и впредь поддерживать уйгуров. В рамках официальных переговоров в столице Турции делегация, состоящая из главы уйгурского движения Рошан Аббас и главного инспектора Всемирного уйгурского конгресса Абдулхакима Идриса, посетила офис председателя партии Саадет Темеля Карамулла Оглу, заместителя председателя партии Добра Явуза Агарали Оглу, а также заместителей председателя партии будущего Сельчука Оздага и Умита Йылдырыма. Лидеры политических партий выразили сожаление по поводу нынешнего положения уйгуров и обсудили с делегацией пути решения имеющихся проблем. Явуз Агарали Оглу сообщил, что парламентская комиссия готовится поставить на повестку дня уйгурский вопрос. Во вторник Германия обвинила Россию и Китай в том, что они не позволяют Комитету Совета Безопасности ООН определить, нарушила ли Северная Корея международные ограничения на импорт нефтепродуктов. Совет Безопасности ООН ужесточил санкции против Северной Кореи в 2006 году, пытаясь перекрыть финансирование ядерной и ракетной программ Пхеньяна. В 2017 году Совет Безопасности ввел ограничения на импорт очищенной нефти в размере 500 тысяч баррелей в год. Китай и Россия – единственные страны, которые уведомили Комитет Совета Безопасности ООН по санкциям об экспорте нефтепродуктов в КНДР. Но они сделали это в тоннах, а не в баррелях, и комитет не смог согласовать коэффициент пересчета, чтобы определить, когда был достигнут предел поставок. Хотя этот вопрос не должен быть сложным для решения, стало ясно, что обе делегации политизируют данную тему, сказал Хойсген, подняв вопрос за закрытыми дверями на официальном заседании Совета Безопасности ООН. Главы Facebook и Twitter Марк Цукерберг и Джек Дорси выступили перед Сенатом США. Предметом выступлений стала работа социальных сетей во время президентских выборов в стране, сообщает BBC. В частности, Цукерберг и Дорси ответили перед Сенатом США по поводу того, как их платформы ограничивали распространение контента, имеющего отношение к тогдашним кандидатам в президенты Джо Байдену и Дональду Трампу. В ходе выступления SEO-платформ Сенат допустил возможность отмены привилегий, которые обладают соцсети из-за раздела 230 Закона о порядочности в коммуникациях. Среди претензий, которые накопились у Сената к руководителям платформ, ограничение распространения скандальной статьи New York Times о связях Байдена с Украиной, а также твитов действующего президента Дональда Трампа о коронавирусе и результатах выборов.